Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова. Наши режиссеры Мария Новгородова, Максим Владимиров, а в нашей студии гость Ольга Васильева, капитан полиции. Ольга, я рада вас видеть. Спасибо, что нашли время и пришли сегодня в нашу студию. Назову еще ваши регалии профессиональные. Старший оперуполномоченный первого отдела управления с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Республике Саха-Якутия. И мы будем сегодня подводить итоги республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Стоп мошенник». Мы начали с вами разговор 27 марта в четверг и рассказали о тех красных флажках, на которые нужно обратить внимание и подросткам, и детям, и их родителям, чтобы не попасть вот на эти уловки мошенников. Рассказали о том, какие формы манипуляций существуют. Мне, допустим, было очень сложно разобраться, и я подумала, что, наверное, такие люди, как я, которые так плохо ориентируются в каких-то вот современных технологиях, не информационных, в интернете, наверное, они не очень подходят для мошенников. Но, тем не менее, люди могут поддаться на какие-то их уговоры и даже не понимая того, что они совершают какое-то преступление, могут стать соучастником. Да, стать соучастником. Это прям очень печально, что это происходит, и такие мероприятия наверняка очень важны. Их цель наверняка научить, да, всех и детей, и подростков, и взрослых людей быть более внимательными, более какими-то такими вооруженными информацией нужной. И сегодня последний день мероприятия «Стоп мошенник». Я прям даже хочу сказать, слава богу, что последний, потому что я слежу за вашими статусами, я вижу, как вы работаете с утра до ночи, каждый день без выходных. Очень сложная у вас служба. Расскажите, наверное, раз сегодня последний день, можно подвести итоги, что сделано за это время с 10 марта по сегодняшний день, и какая обратная связь, как вы ее получаете, достигнута ли та цель, которую вы ставили перед собой, когда начинали эти мероприятия? Министерство внутренних дел по Республике Саха-Якутия в период с 10 по 31 марта масштабную работу провела по оперативно-профилактическому мероприятию «Стоп, это мошенник». Главная цель и задача, чтобы на всей территории республики сотрудники полиции, в том числе и муниципальные органы, местных самоуправлений, совместно со СМИ и с всеми трудовыми коллективами вместе подключились и были проинформированы о дистанционных мошенничествах на территории Якутии, так как у нас, если сравнивать, март прошлого года, там 470 преступлений мошенничества совершено, сейчас 586, небольшой рост произошел, и в этом году уже наши граждане потеряли более 120 миллионов рублей. То есть мы профилактируем, сдерживаем вот этот рост преступлений и количество причиненного ущерба, но самое главное, чтобы граждане помогали нам, не игнорировали, а слушали всю ту информацию, которую мы запустили через ТВ, через радио, в телеграм-каналах, в новостных пабликах крупных. Также лекции мы проводим непосредственно с трудовыми коллективами, встречаемся с учащими, с родителями, с педагогами из сферы образования, медицины, культуры. То есть все, какие трудовые коллективы были, мы охватили, и особая благодарность республиканской типографии имени Гагарина, также Нацбанку, то, что они помогают нам в предоставлении, изготовлении брошюр, очень полезных для граждан. И мы совместно подготовили всю печатную продукцию с региональным центром по финансовой грамотности при Министерстве финансов. Всю эту полиграфию мы отправили в районы, здесь в Якутске распространили плакаты, брошюры, ростовые фигуры полицейских. У каждого банкомата в каждом торговом центре они находятся. Даже в северные районы направили.
И вот особая благодарность всем, кто помогает нам, так как у нас координационное совещание было при правительстве Республики Саха-Якутия, куда входит, значит, по программе Министерство финансов, Министерство по делам молодежи и социального развития, также Министерство инноваций, Министерство науки и образования. Благодаря совместной их помощи мы также задействовали волонтеров, 170 человек по всей республике в течение вот этого месяца, значит, в крупных торговых центрах города Якутска, в общественных местах, значит, на автобусных остановках, в пешеходных переходах мы распространяли брошюры со схемами мошенничества и мерами кибербезопасности. Также у нас транслируются во всех кинотеатрах наши ролики перед сеансами. Во всех театрах у нас аудиосообщения шеф-редактора НВК «Рудых» Эдуарда Егорыча транслируются по инвестициям, по безопасным счетам. То есть мы проводим масштабную эту работу. Также ЕПАК у нас помогли распространить плакаты у них в автобусах, в салонах. Также у нас транслируются аудиосообщения и видеоролики на ЖД вокзале, в аэропорту, автовокзале. То есть всю республику мы охватили. Также с нами работает плотно главный архитектор городского округа города Якутска. Мы совместно сейчас готовим проект с региональным центром компетенции по финансовой грамотности освоить 33 скамейки во всех автобусных остановках, разместить меры кибербезопасности для граждан, чтобы охватить все 8 городских округов города Якутска, проинформировать. И вот это благодаря такой масштабной работе, значит, у нас большое количество населения республики охвачено. Конечно, все потерпевшие, которые у нас были и сейчас есть, они все знают о мошенничестве, но любой, конечно же, может попасться. Поэтому благодаря нашей работе, то, что мы информируем, предупреждаем, раскрываем вот эти все схемы мошенничества, как себя обезопасить, уже у нас намного меньше потерпевших и ущерб намного меньше стал по республике. Поэтому от Министерства внутренних дел, от киберполиции Якутии выражаю огромную благодарность всем, кто нам помогал и продолжает нам помогать. И благодарю вас всех, что масштабно проводим такую важную, полезную работу для наших якутян, для нашего населения, чтобы не случилось никакой трагедии в семье, кто-то квартиру потерял, кто-то суицид совершил из-за того, что денежные средства потеряли. Поэтому мы совместно с каждую семью в Якутии спасаем таким образом. Благодарность огромная. Спасибо вам большое всем. Мы за кадром пообщались, и во время проведения вот этого мероприятия были даже случаи, когда вы помогли тем людям, которые оказались в руках мошенников и смогли сберечь их денежные средства. Расскажите, пожалуйста, для наших слушателей и зрителей вот такие примеры. Для кого-то это, возможно, будет таким спасательным кругом. Благодаря тому, что мы наладили работу со службами безопасности всех банков по республике, пресекли факт, значит, спасли уже последние 250 тысяч рублей пенсионерки, значит, 54-го года рождения, она инвалид, без ноги, женщина, и благодаря тому, что вовремя сигнализировали службы безопасности Газпромбанка и Сбербанка, значит, мы пресекли последующую отправку денежных средств. То есть женщина попалась на уловку того, что ей должны были 700 тысяч рублей вернуть, и вот эта должница на нее якобы вышла, сказала, что необходимо в банк прийти, чтобы эти деньги перевести. Ей в итоге сложилась такая ситуация, что ее привезли в Газпромбанк, то есть как в театр на представление ее туда привели, но это якобы было все законно обосновано, что, что именно в банке. Которые были заинтересованы. Да, вот та женщина, которая должница якобы, и звонил, значит, с Москвы с украинским акцентом молодой человек, тоже непосредственно при разговоре участвовала, слышала его. Но суть в чем, что ее привезли в Газпромбанк, сказали, не обращайтесь, значит, к операционисту, к сотруднику банка, ничего не сообщайте, просто 250 тысяч снимите, чтобы
эти деньги перевести на другой ваш счет в Сбербанке. Конечно же, служба безопасности банка «Газпром» мне лично позвонила. Значит, я уже на место ее проживания выезжаю, и выясняется, что до моего приезда бабушка не знала, что у нее уже похитили 250 тысяч рублей. То есть с «Газпромбанка» ее направили в Сбербанк, и, находясь в здании Сбербанка, уже вот этот украинский якобы мужчина, который занимался выплатой долга, ее консультировал, попросил включить через WhatsApp демонстрацию экрана, чтобы вы знали, как это работает. Осуществляется видеозвонок, и звонящий просит в левом нижнем углу нажать 3 точки. Когда вы нажимаете на эти 3 точки, включается демонстрация экрана. Его функция какая? Ну вот когда вы смотритесь в зеркало, вы видите, какие вы движения производите, а здесь уже вы даете полный доступ к рабочему столу вашего телефона. То есть где вы пролистываете, допустим, ей задавали вопросы специально, она заходила в мобильные приложения банков, то есть они увидели, какие у нее банки находятся, и решили через Сбербанк похитить у нее денежные средства. То есть направили в Сбербанк, попросили включить демонстрацию экрана и сообщили ей, что 250 тысяч, которые она положила на счет Сбербанка, находятся в активе. Дальше она спокойно возвращается домой, думает, что ей оплатили вот этот долг 250 тысяч, но когда уже я к ней пришла, начала с ней разговаривать, говорю, давайте вместе проверим банковскую выписку, и по выписке было видно, что у нее осуществлен дважды перевод на общую сумму 250 тысяч рублей на неизвестные счета, на балансе осталось 800 рублей. После того, как я ей разъяснила, что ее обманули, привели в банк, якобы законно обоснованно это все действие разыграть. Дальше демонстрацию экрана включили, доступ получили к ее денежным средствам, и уже сами дистанционно перевод совершили эти денежных средств. И сообщили ей, что ваши деньги в активе, вы не беспокойтесь, вы ничего не потеряли. И назначают ей вот на следующий день тоже в банк идти, также 250 тысяч снять, положить. То есть одну и ту же сумму они специально озвучивают, чтобы человека просто запутать. И когда уже я разъяснила все, я объяснила, показала, что вы уже потеряли 250 тысяч рублей, мы с ней направились во второй отдел полиции, возбудили уголовное дело, и дальше мы расследуем уже, кто причастен. То есть они не хотели останавливаться на эти 250, они на следующий день хотели еще у нее денежные средства похитить. Ничего святого нет, да, пенсионер, инвалид, ну и тоже интересно, что у нас пенсионеры-то есть с такими сбережениями. У нас есть вопрос от нашего слушателя или зрителя. Алло, здравствуйте. Пожалуйста, наушники наденьте. Алло, здравствуйте. Алло. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Туяра Николаевна. Да, Туяра Николаевна. Одинокая женщина, вдова, воспитывающая ребенка-инвалида. Попала в такую ситуацию, который меня человек ввел в доверие сильно. Он меня... Алло, здравствуйте. Меня зовут Туяра. Да, мы слышали все, что вы сказали. Человек, который ввел вас... Который ввел меня, в доверие ввел сильное. Он увидел меня, что я такая вот хожу, одинокая, с проблемами вся. И он сказал мне, я вам, девушка, помогу. Оплатите кредиты, если у вас есть. А где он вас увидел, как вы познакомились? Я зашла в шаурмечную зашла на Гемиине. И он сказал, я у вас хочу купить Oriflame. Он это именно у вас хочу купить, он сказал. Я это сначала не обратила, он мне позвонил на номер. Я зашла в шаурмечную на Гемиине. Я туда зашла и Oriflame предлагала журнал. Ага, хорошо, я поняла. Давайте ближе к теме, потому что времени мало, чтобы вам ответить успели. Он позвонил мне и так ввел доверие, через WhatsApp начал звонить, и так переписка началась. Но в итоге вы денежные средства потеряли или нет? Средства все потеряла, кажется. И потом сейчас и телефон, и все. И вот чувствую, что его присутствие находится рядом со мной, как будто бы он же молитву читает, он же мусульманка.
И теперь приходится мне вот до сих пор вот доказывать, что это факт деяния произошло, и теперь госуслуги мои взломали. А вы обратились в полицию? Обратилась в полицию. Дело возбудили уголовное, да? Полиция все время отказ, потому что у них там покрывательство есть. Они платят же им деньги, видимо, да? И они из-за этого вот не хотят это преступление раскрыто, чтобы было. Туяра Николаевна, давайте вы свой номер оставьте, пожалуйста, оператору. Я с вами лично созвонюсь, и мы с вами переговорим на этот повод. Но главное, что вы обратились в полицию, дальше уже там процессуальная проверка покажет, какое принять законно обоснованное решение. Я с вами на связь выйду, хорошо? Да, телефон, пожалуйста, нашему режиссеру оставьте, и я передам после эфира Ольге. Вот посмотрите, да, как на каждом шагу ловят людей, получается, вообще через разные какие-то варианты, через, вот, получается, консультант какой-то фирмы, да, и вот везде выходит на... Ну, потому что наши граждане, конечно же, бизнесом занимаются, группы создают, туда сами входят, предлагают активно, и мошенники этим пользуются. Они в разных группах состоят, эти мошенники, и начинают, значит, втираться в доверие, дружить, потом начинают либо лжеинвестиции людей толкать, да, я вам помогу заработать, вот, как кредиты, допустим, оплатить, и любые другие, ну, в общем, человек озвучивает проблему, и они начинают схему человеку подбирать. Из-за того, что в интернете мы начинаем с кем-то общаться, даем о себе информацию, и тогда мошенники уже подбирают схему мошенничества, которую в отношении нас можно применить. Поэтому в интернете с неизвестными лучше не общаться вообще, потому что и другие эти преступления совершаются. Видите, госуслуги тоже можно взломать, кредиты, микрозаймы оформить. Поэтому только себя обезопасить, ни с кем не разговаривать. Мы хотели в конце нашего вот первого блока, да, поговорить еще про волонтеров, но мне кажется, может быть, полезнее будет еще раз рассказать, чего нельзя делать. Вот не нужно вступать в какие-то группы, да, как-то огульно, хотя сейчас это сложно сделать, держать свои аккаунты в соцсетях закрытыми, да. Еще что, давайте напомним, если какой-то неизвестный человек вам позвонил, ни в коем случае не продолжать с ним беседу, с какие фразы могут натолкнуть на то, что нужно сразу закончить разговор и не идти уже дальше. В социальных мессенджерах не отвечать на незнакомые номера, поставить блокировку, двойную аутентификацию, плюс не включать ни в коем случае демонстрацию экрана, будь то это WhatsApp, Telegram, Skype, ни в коем случае, так как вы даете доступ к своим мобильным всем банкам, и тогда уже мошенники дистанционно могут похищать денежные средства с ваших счетов. Просьба, нажмите 3 вот эти вот точки, да, во время звонка. Ни в коем случае никакие просьбы тогда вообще не выполняют. Если это незнакомый человек. Я вот, например, вообще не беру телефоны. Может быть, мне кто-то и звонит, и не мошенник с какими-то благими целями, но я просто настолько напугана вот этой всей информацией, потому что вдруг я в какой-то диалог вступлю, да, и я его продолжу, и сама не замечу, что я потеряла бдительность. Я просто не беру. Маме своей я тоже сказала, чтобы не брать, потому что человек пожилой, незнакомые номера, хотя бывает, они со знакомых звонят и даже подделывают видео. Да, они сейчас до нас дойдет та схема мошенничества, когда в мессенджерах будут вам звонить, биометрию человека будут снимать, потом записывать видеосообщения с твоим лицом, как дипфейк-маска, с просьбой занять денежные средства. То есть меня могут скопировать, да, даже да, по видеозвонку. А как тогда моим контактам себя обезопасить? Тогда они еще должны вам отправить дополнительную фишинговую вирусную ссылку под видом картинки, видео, какого-то изображения или голосовать за кого-то. И цель этой вирусной ссылки — скопировать контактную книгу ваших телефонов, подключиться к вашему WhatsApp и в архиве переписок ввести вот эти переписки с просьбой занять денежные средства. Значит, еще нельзя ни на какие ссылки нажимать, кликать, да, и переходить. Да. Лучше вообще ничего не открывать, даже если это от знакомого человека пришло. Потому что его тоже могут взломать, и такие сообщения будут от близких и знакомых вам приходить, и от ваших коллег. А чтобы уточнить, что это именно мне звонит мой знакомый, да, или кому-то из моих контактов, что это именно я звоню, лучше набрать обычный, да, телефонный звонок. Который сохранен у вас в телефоне, ему лично перезвонить, с ним лично переговорить по телефону, убедиться.
Ольга, огромное вам спасибо, во-первых, за такую работу проделанную, да, очень такую глобальную, большую. Волонтерам спасибо, которые вам помогали. Мы сегодня не упомянули их, но мы о них говорили очень подробно в прошлый четверг. Они молодцы, раздавали вот брошюры, да, какие-то буклеты раздавали, ходили по городу. Это были подростки, школьники, да, которые к вам присоединились. 280 жилых домов мы охватили. Губинский, Строительный, Центральный, Октябрьский округ. Это территория 2-4 отдела, где больше зафиксировано мошенничество, ну из-за густонаселенности города. Также ребята наши распространяли эти брошюры по почтовым ящикам, на информационных досках в подъездах. Молодцы. Да, еще ребята. назову 112, вдруг номер, да, если что-то с вами случилось, звоните. Вам спасибо за внимание. Оставайтесь, короткие 4 минуты, и мы вернемся в эфир. Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, мы продолжаем. Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». В нашей студии гости, я рада их представить. В нашей студии Мария Чемпина. Мария, рада вас видеть. Здравствуйте. Куратор временного приюта для женщин с детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Также в нашей студии сегодня Филипп Юрьевич Гаврилев, заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних МВД Республики Саха-Якутия. Филипп Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время и пришли сегодня в нашу студию. Тема у нас, наверное, актуальная в любое время, к сожалению. Тема домашнего насилия. И сегодня мы будем говорить о том, как может жертва помочь сама себе, и куда она может обратиться, если женщина столкнулась с домашним насилием в свой адрес и в адрес своих детей, что нужно делать. И, наверное, Мария, именно такие женщины, которые попали в такую трудную жизненную ситуацию, обращаются в ваш приют. Да, к нам обращаются женщины, пострадавшие от домашнего насилия, и кто оказался в кризисной ситуации финансовой, да, и принимаются мамы именно с несовершеннолетними детьми. Вне зависимости от регистрации процент в основном приезжают, прописку имеют с районов, и почти большая половина регистрации имеет районные. То есть в основном приезжие женщины, да, сталкиваются с какими-то сложными... приехали, да, и приезд, в Якутск переехали за, грубо говоря, лучшей жизнью, но оказались в такой трудной ситуации. И цель нашего приюта — это помочь мамам именно с детьми выйти вместе из кризиса, решить ситуацию полностью, и чтобы не попасть повторно в кризис. Но это на какое-то время вы, получается, даете женщине и ее детям на какое-то время проживание, да, место, да, где они могут жить, находить работу. И вот для решения ситуации всей женщин, да, мы проводим большую комплексную работу, и приют находится у нас в центре города. Предоставляется кров, получают услуги психолога, по возможности питания, первой необходимости бытовой химии, да, юридические услуги, педагога, помощь в присмотре за ребенком, там кратковременные занятия, оформление различных документов и других проблем. Ну, наверное, на приют вот на такое все-таки ориентирование держится через полицию, да, потому что когда женщина сталкивается с насилием в свой адрес или в адрес своих детей, она, наверное, первое, что делает, это звонит в полицию, верно? Да. Еще раз здравствуйте. Да, действительно, по итогам прошлого года, да, у нас по республике бытовая преступность очень большая была. То есть мы закрылись с ростом. Тут попадают всякие, кто может это попадать, женщины, дети или наоборот мужья. В последнее время не секрет, что мужья тоже становятся жертвами. Это у нас в основном идет из-за распития спиртных напитков. Да? В основном состояние алкогольного опьянения все это начинается. И в первую очередь, когда женщины обращаются в отделы полиции, да, первый раз звонят о том, что на них было насилие со стороны мужа или сожителя, и по приезду сотрудников полиции они пишут заявление о принятии мер, да, в отношении того или иного гражданина. Потом далее в течение 3 дней проводится проверка, и в течение этих дней они уже пишут встречное заявление
о том, что никаких претензий не имеем. Типа у нас была только ссора без рукоприкладства. Но тем не менее, я бы посоветовал, да, например, вот когда обращаются в отношении в органы полиции, да, они должны до конца идти. Потому что вот из-за мелочей все начинается. Например, человек первый раз руки поднимает и приходит уже до тяжкого и особо тяжкого преступления. Таких случаев очень много. Как вы думаете, почему жертвы меняют потом свои показания? Сначала они просят у вас помощи, а потом от нее отказываются, и достаточно быстро. Ну, это ссылается на то, что они, некоторые пишут о том, что состояние алкогольного опьянения были, не задумываясь, обратились в органы полиции. И тем временем они, некоторые думают, что кормились-то мужей, в основном кормились в семье, и не хотят, чтобы в отношении мужа принимали какие-то меры. Если уголовное дело будет, например, мужа в тюрьму, дети останутся без отца, поэтому... А в каких случаях вы женщинам рекомендуете все-таки вот как-то взять паузу и уйти из того места, где они терпят домашнее насилие, и рекомендуете вот им обратиться в приют? Да, и одновременно я бы пожелал бы, да, вот кто обращается в приют, тоже надо органы полиции тоже дать заявление. Некоторые думают, что то есть не всегда через вас, они иногда напрямую, да? Да, напрямую обращаются, потому что они боятся. Они, наверное, тогда так хотят. Они хотят отсидеться в приюте, да, какое-то время с надеждой, что там потом дома все изменится. Человек, вот там, сожитель или муж, да, придет в себя, перестанет, там, закончится запой, например, да, или перестанет употреблять какие-то другие психотропные средства. Ну вот за 5 лет работы приюта, да, всего помощь получили больше 200 женщин, и из них в среднем 1/3 это домашнее насилие. И те, кто заселились, примерно 60% женщин, они возвращаются к мужьям. Тогда получается... только 40% решают ситуацию, и даже не факт, что они до конца довели, потому что, может быть, это и, так скажем, не 100% правда, да, то, что они именно вышли в аренду к родителям и так далее. Сейчас я, может быть, пример не очень удачный. Я подумала, когда вот человек в запое, да, и потом он выходит из запоя, ему помогают выйти из запоя, ставя ему капельницу, не обращаются никуда, какого-то частного, например, там, врача, и человек вроде бы как будто бы, да, приходит в себя, но это для него как раз-таки та передышка, чтобы снова заново начать вот эту вот свою зависимость. Возможно, женщины, которые напрямую сразу идут в приют, минуя органы, да, вот МВД, структуру МВД, не пишут заявление, они вот также берут передышку и потом идут обратно вот в это пекло. И может это быть и такое, да. Замкнутый круг, и они снова через какое-то время придут бывает к вам. такое, то, что женщина обращается именно в полицию, и на период проживания, да, это все ведется, а потом все равно возвращается. Такие случаи тоже были. Сколько раз нужно женщине вот находиться, да, в таком аду, еще подвергать такому аду своих детей, чтобы наконец-то закончить с этим, написать заявление и пойти до конца? Есть такие вот случаи? И что в таком случае будет ждать мужа или сожителя? Есть какие-то дела, которые доходят до логичного завершения, где человек понесет наказание за то, что он применяет насилие, совершает преступление против своих близких? Ну да, есть такие факты у нас есть. Ну, дело в том, что у нас не секрет, да, в Российской Федерации у нас нету ответственности за домашнее насилие. Говорят, милые бронятся, только тешатся, да, и никто не лезет. Поэтому некоторые женщины тоже боятся, да, например, вот обратились в органы полиции, да, и участковые приходят и просто ограничиваются проведением профилактической беседы. Пока беда не случится, да? Пока беда не случится, потому что мы работаем тоже в рамках законодательства, да, по требованиям законодательства. Например, если человек обращается в органы полиции с телесным повреждением, да, то в первую очередь принимается заявление и назначается судебно-медицинская экспертиза. И на основании этого заключения уже проводится процессуальная проверка. Если там мелкие ссадины, побои, да, то уже такие деяния
предусматривает административную ответственность по статье 6.1.1 КоАП Российской Федерации, то в том случае тогда, если сотрудники полиции назначают судебно-медицинскую экспертизу, при получении в отношении этого гражданина составляется административный протокол. А вот еще, знаете, 6.1.1. Да, Филипп Юрьевич, я о чем подумала, может быть, женщины боятся, да, вот еще обращаться в полицию, потому что же нужно будет снять еще вот эти побои, да, не только с себя, но еще и с ребенка, потому что это же не редкость, что детям достается и достается хорошо ребенок, потому что может идти защищать маму, да, и тогда женщина, может быть, боится, что ее лишат вместе с ее мужем родительских прав и заберут детей, может быть, поэтому еще. Такие факты тоже имеют место быть. И поэтому сразу идут пересидеть, а потом они туда возвращаются обратно. Ну, в основном такие насилия, да, начинаются, вот не секрет, у нас, как я ранее отметил, да, из-за распития спиртных напитков. В последнее время очень много семей совместно распивают спиртные напитки. Хотя вроде бы, казалось бы, столько сейчас информации, да, и трезвенническое движение такое, там много людей, да, туда примыкают, а все равно это остается проблемой, да? Да, одна из проблем вот пьянство, алкоголизм. Везде получается, что это такой камень преткновения. Ну, редко бывает, да, вот человек в трезвом уме поднимает руку. В основном это состояние алкогольного опьянения или наркотического опьянения. А вот вы еще сказали, что мужчины тоже бывают пострадавшими. Это когда их жены, получается, что наносят им увечья? Да, не секрет это. Потому что вот в последнее время, ну буквально вот за прошедшие сутки тоже у нас зафиксирован факт, где жена мужу нанесла ножевое ранение на почве ревности. Тоже, как я отметил, да, они совместно с семьями распивают спиртные напитки, потом в ходе застолья там кто-то друг на друга смотрел, и начинается ревность. И на почве ревности уже доходит до этого. Но женщина тоже может не понести наказание в том случае, если ее супруг не подаст на нее заявление, да, то есть это, если нет заявления, то нет состава преступления. Ну, там я отметил, да, это уже от степени тяжести. Если там тяжкий или средний вред здоровью нанесен, то по факту возбуждается уголовное дело. Все равно возбуждается. Ага. Что нужно делать правильно, что нужно сделать, во-первых, тому человеку, кто столкнулся с домашним насилием, как нужно себя правильно повести? Либо это женщина, либо мужчина. Ну, в первую очередь, как я говорил, надо обратиться в органы полиции, да, потому что мы орган, как полиции, да, мы проводим проверку, процессуальную или иную проверку. Это вот. Нужно обратиться, если есть какие-то следы на теле, или это можно, если даже следов на теле нет, потому что бывает же, что как-то умело бьют? Да, в любом случае надо обратиться, потому что вот некоторые граждане, да, держат у себя. Молчат. Это годами молчат, потом один момент это взрывается. И вот женщина или мужчина, кто подвергся насилию, написал заявление. Дальше что происходит? Дальше проводится проверка, да, именно вот если там имеются телесные повреждения, то, как я говорил, назначается судебно-медицинская экспертиза, собираются иные материалы, устанавливаются очевидцы, свидетели. Если гражданин проживает в многоквартирных жилом доме, то опрашиваются соседи, да, сверху, снизу, с боков, да. И потом материал собирается, и при поступлении заключения судмедэкспертизы уже принимается решение. Если там средний вред здоровью будет, то уже возбуждается уголовное дело по статье 112 УК РФ. А если тяжкое, тоже, соответственно, возбуждается по 111. А если легкий вред, тоже имеется, да, 115 статья Уголовного кодекса Российской Федерации. И там есть части, да. Если часть первая, то относится к делам частного обвинения. Если человек сам изъявляет желание, да, чтобы в отношении мужа или любого гражданина принимали решение, да, то пишет заявление по 318 УПК РФ, и материалы направляются в мировой суд. Мировой суд это рассматривает. А если там с применением чего-нибудь, ну, так скажем, орудия, да, в основном на практике обычно бывает швабры, бутылки,
ножи, то если при причинении легкого вреда здоровью, то уже тоже по факту возбуждается уголовное дело. Я вас перебью, спасибо большое, остается немного времени, просто я хочу сказать, чтобы все это успеть и написать, и быть как-то в каком-то ресурсе, то женщине, наверное, первое, что нужно сделать, у которой тем более есть дети, да, найти то место, где ей будет безопасно, откуда она сможет все это, да, делать. И как раз вот приюты для таких женщин, куратором которого является Мария, это то самое место. Да. Мария, вот еще что вы подготовили, можете сказать, и там еще нужно было показать, да, QR-код. Ну, еще хотела рассказать про ситуацию, да, вы сказали, за этот год. У нас 3 минуты просто, я поэтому быстренько к вам перешла. Да, разные ситуации у нас бывают, и женщины даже вне зависимости от регистрации сказала, что даже могут прийти, и именно они десятилетиями даже могут все это терпеть. И есть женщина, даже с 6 детьми с районов приехала, нашла машину и вот выбрала момент, и вот с нами договорившись, к нам заехала вот с 6 детьми, решила ситуацию. И с ее слов, да, она сказала, что вообще, чтобы я ушла в итоге, потому что подумала, что может случиться что-то непоправимое. Вот, поэтому надо не бояться, надо обращаться, и нужно знать, что есть помощь. Можно обратиться в полицию, даже другие органы профилактики, школы, опеки. Но самое главное это сохранить вот себя, да, в каком-то ресурсе, чтобы тебя не убили, и твои дети вообще не остались, да, без матери. Нужно сразу же с места, где тебе опасно, сразу же находить место, где ты сможешь быть в безопасности, и твои дети смогут быть в безопасности. И, конечно, лучше это сделать не затягивая, да, не веря в то, что человек изменится. Никто из нас, к сожалению, не меняется, и зависимости имеют над многими людьми большую власть, да, это сильные вещи, ты сам не можешь меняться, а когда женщина надеется, то есть вот эту надежду на то, что твой муж там, да, или сожитель изменится, или сожительница, да, ее нужно просто сразу же в корне зачеркнуть, от этой надежды избавиться. И сразу же при первых каких-то вот таких вот проявлениях насилия со стороны того, с кем ты живешь, нужно сразу уходить в то место, где тебе будет безопасно. Да, нужно искать помощь. Безвыходных ситуаций нет. И когда они к вам в приют придут, вы сможете им дать вот это безопасное пространство, и за это время женщине сможете помочь встать на ноги, даже если вы помогаете женщинам, которые 6 детей. Да. Конечно, но нет безвыходной ситуации, говорю же. Поэтому вообще нельзя бояться обращаться. Есть помощь. Много кто желает помочь людям, кто в трудной ситуации. У вас есть телефон, по которому можно, да? Да, можно обратиться. Написать? Давайте я продиктую. 8 924 898 39 17. Можно навести еще, да, на экран? Да, можно навести на экран. В телеграм-канале вас найти? В телеграм-канале нас можно найти, ВКонтакте можно найти. Можно даже вбить элементарно в интернете, в поисковике, и мы всегда публикуем в социальных сетях, то есть и СМИ также статьи выходят. Истории женщин, как они решили, и да, можно нас найти. И если кому-то помогли, то и тому, кому нужна помощь сегодня, тоже можно помочь. Дорогие друзья, спасибо большое за ваше внимание, то, что были эти 38 минут вместе с нами. Моим гостям спасибо за полезную информацию, которая, я думаю, что наверняка пригодится. К сожалению, лучше бы не пригождалась, но тем не менее. И всем хорошего вечера.